В Якутске инвалид второй группы, 71-летний пенсионер Виктор Зеленский уже 8-й год живет в своем гараже. Вынудили его на такой шаг обстоятельства. Дом, в котором он жил, а это двухэтажка по улице Дзержинского, пришел в негодность, и жить в нем стало просто опасно для жизни. Между тем, в этом доме до сих пор живут семьи с детьми. О том, как и в каких условиях вынуждены выживать собственники дома, в материале Ульяны Шагиной. Виктор Зеленский последний год готовит только на мультиварке. Ему нельзя жареную еду. В 2018 году у него обнаружили сахарный диабет. Через 3 месяца хватил обширный инфаркт. Вся его жизнь сегодня – это больница, где он отдыхает от своей гаражной жизни. Человек ко всему привыкает. Но осознавать, что ты сидишь в гараже, ни окон, ничего, это тяжеловато, да. Вот, это как камера заключения, что ли. Виктор Сергеевич старается не отставать от жизни. Провел интернет и телевизионную антенну. В глаза бросается большое количество музыкальных колонок. Он бывший музыкант, играл на ударных. Мечты о музыкальной карьере давно канули в лето. Сейчас единственная его цель – встретить свою старость в теплой, уютной квартире. Сейчас мы в БДЖО обратились, да. Сказали, чтобы я подготовил документ, копию того паспорта, того-то всего. Вот эти вот документы, и прийти сдать им. Пенсии хватает не на все. Сегодня он подрабатывает председателем своего же гаражного кооператива. В свободное время своими силами делает ремонт в гараже. Вот совсем недавно побелил стены. Перевез сюда вот это самое, все у меня здесь. И что поделаешь. Конечно, нет туалета, конечно, нет ванны. Вот. Этот гараж уже 8-й год служит пристанищем пенсионеру Виктору Зеленскому. Нынче ему исполнился 71 год. И жить в таких условиях у него просто уже нет сил. А вот и та квартира, из которой Виктор Сергеевич вынужден был переехать. Теперь здесь он редкий гость. Здесь невозможно жить вот в таких условиях. Вот. Вы сами видите все, что делается. На пыльном серванте фотографии, где он с верным другом, овчаркой Туманом, впервые переехали жить в гараж. С тех пор прошло много времени. Тумана давно нет в живых, а его постаревший и больной от нелегкой жизни хозяин до сих пор мучается в гараже. Впрочем, не только он, но и все жильцы этого злополучного дома. Вот, пожалуйста, у соседей прогнила вся система отопления. У них полностью квартира в хомутах. Мама 2 детей Анна показывает соседскую квартиру, где с труб отопления во всех комнатах капает вода. Соседи подставляют ведра. Управляющая компания ЖКХ «Столичная» уже просто разводит руками. Ремонтировать тут что-то уже бесполезно. Просто провалилась стена, и скоро мы уже уйдем к нему. Наверху вроде как оно и тепло, руку поднимаешь, а по полу ужасно дует. Плесень в квартирах, тараканы, обшарпанные подъездные стены, прогнившие временем лестницы. Да и весь дом 1962 года постройки давно покосился. Признан аварийным в 2015 году. А расселение, согласно бумаге, должно состояться в 2025. А значит, терпеть мучения людям осталось еще 5 лет. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.